Уважаемые друзья, приветствую вас! Сегодня находимся в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. И мы перед трафаретом речки Валерик. Почему мы здесь остановились? Проезжали с другом и решили остановиться, поведать вам об именно историческом значении этого места. Уважаемые зрители, именно в этой местности, вот на этих просторах, которые за мной, здесь в 1840 году происходило большое сражение между русскими императорскими войсками и чеченским войском. Большое сражение здесь происходило, большая баталия. И в этом сражении участвовал Михаил Юрьевич Лермонтов. За его крамольное поведение в творчестве он был таким образом наказан и сослан на Кавказ. Ему пришлось служить здесь. И непосредственно он участвовал в войне, в Кавказской войне, и воевал здесь, в Чечне, в этой местности. И у него есть соответствующее стихотворение «Валерик», которое я всем рекомендую почитать. Очень красивое, эстетичное, с хорошей рифмой стихотворение, очень содержательное, рекомендую почитать. Лермонтов в своем стихотворении он приводит: «Из гор Ичкерии далекой на братний зов стекались толпы удальцов». 1840 год. Здесь, в Малой Чечне, происходит большая баталия, сражение русских императорских войск и чеченского войска. И, соответственно, весть, то, что здесь намечается такая битва, это известие прогремело. И, соответственно, действительно, из далекого региона Ичкерии, это юго-восток Чечни, сюда также стремилась подмога. Вот о чем говорит Лермонтов. И там очень много строк, очень содержательное, опять-таки, очень емкое стихотворение. Речка, мы, как видим, она течет со стороны Кавказского хребта, с горной части. Речка небольшая, но очень запечатлелась она в истории не только чеченского народа, но и на всем практически русскоязычном пространстве. Кто знаком с русской литературой, с русской поэзией, они знают, что такое стих Лермонтова, Михаила Юрьевича Лермонтова «Валерик». И сегодня мы им дали возможность именно лицезреть, как выглядит та самая речка Валерик, которую своим стихом увековечил Михаил Юрьевич в 1840 году, в далеком 1840 году, это практически 200 лет назад. Вот такая вот история. И Михаил Юрьевич Лермонтов, по одной из версий, здесь, когда увидел вот это кровавое сражение, в котором он участвовал, последствия этого сражения, точнее, что все русло этой речки было завалено трупами с обеих сторон убитых, что эта речка побагровела вся. Есть версия, что тогда он стал пацифистом, ему опротивилась война, он был противником военных действий. Решение вопроса именно в такой брутальной форме. Есть такая версия. Спасибо за внимание, до новых встреч, до свидания.